Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Егор, и сегодня, короче, люди, меня будет угадывать чат GPT, чтобы вы понимали. На первую очередь покажется, что чат GPT обо мне мало чего знает, типа, может он найдет какую-то информацию обо мне в интернете, но, люди, это вам не Акинатор нафиг, это чат GPT, который знает, скотина, обо мне все. И давайте так, люди, по-честному, если вы набираете каким-то вообще малейшим чудом 5 лайков, то, может быть, ролик по FNAF будет. Поэтому все зависит только от вас, наберете, будет. Ну, я желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Чат GPT. Эта тварь обо мне знает все, чтобы вы понимали. Давайте нажмем продолжить. И что нам тут можно спросить? Давайте сначала спросим. А, собственно, кто я такой вообще? Давайте свой юзер забьем. Мы вбиваем мое имя. Точнее, мой псевдоним. И просто ждем. Это ладно, люди. Сразу. Егор 31 это ютубер, стример, геймер, публикующий видео проходок и реакции и летсплеев в чистейшем в играм по играм FNAF и Minecraft. Его канал на ютубе называется Егор31. Контент прохождения FNAF, Ультра, Ультимат Кастом Найт, реакции, стримы. Ведет телеграм-канал с таким же именем. На его канале не так много подписчиков, примерно 1800 по данным YouTube. Вывод. Это достаточно нынешний небольшой геймер YouTube. Небольшой интернет-звезда. Короче, люди, вообще что-то какой-то фигня. Он мне тут расписал. Но давайте-ка, люди, кое-что поинтереснее спросим. Смотрите, вот он написал: если хочешь, я могу глянуть всю биографию Егора 31, возраст, откуда он, сколько зарабатывает. Сделать так? Да, давайте посмотрим, что. Сколько я зарабатываю, интересно, сколько чат GPT. По мнению чат GPT, я зарабатываю. И нашел достаточно достоверной и подробной биографии о YouTube-блогере Егор 31. О нем очень мало информации в открытых источниках. Вот же мне удалось выяснить. Что известно о Егор 31? Канал YouTube. У Егор 31 есть YouTube канал. Он публикует летсплей. Ну ладно, мы это уже немножечко пропустим. Социальные сети, комьюнити. У него есть телеграм-канал, ссылка видна в описании видео. Он напоминает свой дискорд-сервер в некоторых видео. Канал не очень крупный, судя по описаниям видео, у него примерно 1800-1900 подписчиков. А могло быть уже и 2000, если бы вы подписались. Вот даже тут уже говорит, так что подпишитесь на телеграм-канал, тоже вот где-нибудь QR-код я вам прилеплю. И, пожалуйста, подпишитесь на мой основной канал, а то мало ли что будет. Публикации или википедийных страниц, посвященных именно ему. Активность. Он активен в игровом нише. Что, блин? Летсплей, прохождение, стримы. В одном из видео он говорит о личном изменении и перерыве в активности, что может говорить о том, что он иногда отсутствует от создания контента. Вполне. Это правда. Странно, что чат GPT больше всего упомянул то, что я не рассказывал о своем возрасте, что я не рассказывал имени. Хотя каждый раз, когда приветствуюсь в видео, я говорю: всем привет, меня зовут Егор, мне 15 лет нафиг сейчас, у меня день рождения 27 марта, я родился 2010 года. Если что, так чат GPT, если ты об этом не в курсе, я тебе это говорю. Окей, давайте смотреть дальше. Хочу у него задать очень интересный вопрос, который мне просто взорвал мозг. Давайте спросим вот такой вопрос. Что он может знать о моем телеграм-канале? Я не смог найти надежной публичной информации о канале Егор 31 Телеграм, недостоверных ссылок, открытых постов или... Хорошо. Давайте тогда по-другому спросим. Хорошо, давайте у него спросим. Расскажи, пожалуйста, о нем поподробнее. Может, он поподробнее расскажет, что обо мне известно. Хорошо, вопрос, к сожалению, из-за Егор 31 очень мало верифицируемой публичной информации. Вот что удалось выяснить на сегодня, где есть белые пятна. В описании он часто оставляет ссылку на телеграм-канал. Вот она, если что, подписывайтесь, люди, вот моя ссылка на телеграм-канал. Вот, подписывайтесь. Телеграм. Он рекламирует телеграм-канал в описаниях видео, что есть ссылка на... В одном стриме упоминается, что есть мой телеграм-канал. Да, понятно, блин. Имя лично с настоящими Егор 31 не раскрыт. Да, блин, я в каждом видео, еще раз повторюсь, говорю, что всем привет, меня зовут Егор. Аудитория популярна. Судя по каналу, это низкий средний уровень популярности. Канал небольшой, мейнстримовый, а более нынешний. Видео имеют небольшое количество просмотров, например, стримы или летсплеи на малоизвестные игры. Интересно, давайте спросим, а
Кто чаще всего снимает этот блогер? Да, господи, да давай, пишись. Даже чуть-чуть. А, вот. FNAF. Five Nights at Freddy's. Он часто публикует прохождение различных частей FNAF. Делает стримы по FNAF, записывает лайфхаки. А реально, вот здесь у вас, люди, если что, будет ролик по лайфхакам по FNAF. Если хотите, я вам оставлю ссылку в описании под видео, где будет FNAF. Ну, этот, лайфхаки, да? Хоррор-игры, страшные моменты. Помимо классического FNAF, он играет в хоррор-версии или похожей версии игры. Например, 5 на 6 Фроги 2, 5 на 6 Фроги 2. Делает эксперименты с механиками игры, закрытые двери, необычные условия, оценка карты и пользовательский контент. Есть видео оценивания карт в Роблоксе по FNAF. То есть он не просто играет в официальные версии игр, он заходит в пользовательские карты сообщества. Стримы. Он активно стримит, есть прямые трансляции FNAF. В стримах он взаимодействует с аудиторией, упоминает свой телеграм-канал и Discord. Короче, люди, что могу сказать? ChatGPT обо мне много чего интересного знает. Так что, люди, у меня есть кое-какая идея, как сделать так, что ChatGPT обо мне знал больше. Вот что нужно. Подпишитесь на мой телеграм-канал, во-первых. Подпишитесь на мой YouTube канал, чтобы он знал обо мне больше, ChatGPT. И ChatGPT, меня зовут Егор, мне 15 лет. Я живу в Беларуси, поэтому... А, стоп, знаете, что я хотел узнать? А если я напишу, а где он живет? Не удалось найти достоверных публичных источников. Не содержит упоминания о месте жительства. Видео о стримах, нет явных влогов из дома с указанием географии. Форумы, где блогеры подают заявки, тоже не содержат. А если где на его канале стоит какая страна проживания? Просто забирать в Армению. Просто Армении нету на, ну, типа, на YouTube канале. Поэтому вот я поставил Азербайджан. Поэтому, люди, простите, пожалуйста, что я не нашел Армению. Я хотел найти ее. Я не нашел, что на YouTube канале страна проживания. В разделе о канале нет информации о местоположении. Я хочешь, могу посмотреть. Да, давай посмотрим. Может, он знает что-нибудь. Так, ответить сейчас не хочу. Вот это вот. Думаю. Давай, ответить сейчас. Послушайте. Вы простите меня? Это что такое? Я не нашел надежных публичных источников, которые бы точно подтвердили, где живет Егор Терстин. Однако есть видео, любопытный момент. На YouTube есть видео под названием «Куда пропал Егор?». Правда, о канале «Новой жизни» в Вене, планах на будущее. Какая нахрен Вена? Причем здесь Вена вообще? Есть свидетельство, что Егор 31 может проживать в Вене, Австрия. Какая нахрен Австрия? Ты мудак, что ли, блин? Короче, понятно, все. Ну-ка, дайте-ка я зайду, просто любопытно, что здесь такое. Я не робот, опять. Гидранты ваши дурацкие, ай! Так, заходим. Смотрим. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Егор. А, стоп. Такого вам не слышно, люди, блин. Все, вам тоже слышно. Если видите этот ролик, значит, вы либо один из моих преданных подписчиков, либо просто зашли случайно посмотреть, что же случилось с этим странным парнем, который когда-то регулярно рассказывал про немецкую грамматику, а потом взял и куда-то пропал. В любом случае, добро пожаловать. Сегодня я хочу с вами немного пооткровенничать, рассказать, куда я пропал. Чё, блин? Опыт ведения бизнеса. Чё за хрень, блядь? ChatGPT, чё ты мне вывел? Люди, а вот знаете, что вот я хочу сказать? Я хочу просто лично вам сказать, почему я пропадал. Пропадал, люди, я только по личной информации. Скажу вам это только в своем телеграм-канале, так что тоже подпишитесь на всякий случай, потому что там все будет в открытом доступе. Вот. Почему пропадал и что такое? Так, а теперь я хочу спросить у ChatGPT. Так. Возможно, причины... Да какой нафиг? Хорошо, пожалуйста. Больше известно. Какая нахрен Вена? Так, измени вопрос. Так, только попробуй мне найти.
На его YouTube-канале нет раздела «Себя». Подробностями о причинах перерывов. Нет верифицированных новостных материалов, посвященных его паузам. Похоже, что не тема для медиа взрыва. Характер контента. Канал довольно нынешний. Так, вероятно, что он создает контент в свободное время или как хобби, а не в формате полного профессионального блогинга, что может объяснить перерывы. Возможно, личные причины. Его предположение на основе более разных публикаций, что он может переезжать или менять место жительства, что влияет на уровень активности, но это не подтверждено надежными сторонними источниками, так как его личная жизнь держится в секрете. Имя, место проживания неясны. Вполне возможно, что пропадание связано с личными или учебными делами, о которых он не рассказал публично. Я расскажу только в своем телеграм-канале, так что подпишитесь, пожалуйста, чтобы все знать. Поэтому давайте, люди, так. Если вам понравилось это видео, люди, то поставьте ему лайк. И давайте так, люди, если вам реально вот зашло это видео, то наберите 10 лайков. Может будет опять продолжение ChatGPT, может он уже по мне больше будет делать. А на данный момент только в моем телеграм-канале будет вся публичная информация обо мне, почему я пропадал на самом деле. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить новые новости. Все, всем пока.